Корреспондент ВГТРК Андрей Чистяков, освещающий события в Северокавказском федеральном округе, рассказал, как выстраивает свою работу. Правильно поданная информация, яркая говорящая картинка и грамотный монтаж – вот главные ингредиенты любого информационного сюжета, выверить которые порой так нелегко. Особенно если это касается освещения вооруженных конфликтов, материалов по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Меры профилактики этих негативных явлений интересовали журналистов телеканала «Магаз» прежде всего. Кроме этого, наш коллега на встрече упомянул, что информационный сюжет должен цеплять взгляд зрителя. Ты включил ящик, ты включил, чтобы зритель дальше... Так, а что там такое? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Нет? Телевизор должен всегда притягивать. За несколько минут в новостном репортаже может промелькнуть вся необходимая информация о том или ином мероприятии или событии. Как уложиться в короткий хронометраж и при этом не упустить ни одной детали на выходе. Здесь не просто теория, сухая, здесь на примере разбора материалов идут какие-то очень полезные, нужные советы для нас, как для телевизионщиков. Все вопросы, которые возникали у меня, ребятами были озвучены. Очень полезная информация, и уже ты видишь и свои ошибки. Визуальная составляющая информационной программы играет большую роль. И тут уже в работу вступает оператор, ведь его глазами видит зритель. Неважно, что вы показываете. Телеграфный столб, рабочих у столба, я не знаю, каких-то почетных граждан. Покажите их детально. Пусть оператор потрудится над перебивками. Крупный, средний, общий – это уже планы картинок, которые склеивает воедино режиссер монтажа. Выбрать из мозаики кадров, отснятых оператором, самые интересные и цепляющие – его задача. Свои недочеты и они учли в рамках мастер-класса. Мы узнали очень много всего, так как наша работа вся идет в тандеме с корреспондентами, с режиссерами, с операторами. Также определили по принципу монтажа, но мы их и так и знали, но все равно новое всегда никогда не помешает. Такие встречи руководство НТРК «Магаз» планирует проводить на регулярной основе. Они помогают делиться опытом и повышать свою квалификацию. Что касается всеобщей работы команды, она есть, она существует. Но, как и в любом коллективе, есть еще над чем работать. Как говорится, нет предела совершенству. Все для того, чтобы наш зритель получал грамотный, информативный, а главное интересный контент. Дана Плиева, Али Зязиков, Новости 24.